Сегодня, в Международный день охраны окружающей среды, День эколога, мы открыли очень интересную, я считаю, выставку. Это финальные работы большого, можно сказать, даже огромного всероссийского международного конкурса «Самая красивая страна», который проводится Русским географическим обществом с 2015 года. В этом конкурсе участвуют тысячи фотографов со всего мира. Идея конкурса – отобразить красоту природы нашей страны. И действительно, здесь есть что посмотреть. Это уникальные совершенно работы. И эти работы представляют самые разные номинации. Это и природное наследие, и животный мир, и какие-то геологические объекты. Все это говорит о том, показывает нам наглядно, насколько у нас красивая, необъятная и очень обширная в географическом, природном смысле страна, которой мы гордимся. Это результат огромной работы этих фотографов. Достаточно, допустим, привести, может быть, пример такой, что один из членов жюри конкурса «Самая красивая страна» Сергей Горшков для того, чтобы сделать удачный снимок леопарда, выезжал в Ботсвану, в африканскую страну, 22 раза. Из этого можно понять, насколько это увлеченные, самоотверженные и одержимые своим делом люди. Мы представляем в историческом парке вот эту выставку, и вообще такие выставки уже не впервые. У нас были выставки, называемые «Первозданная Россия», на прекрасном озере Паянг, из которого мы узнали, где гнездятся наши стерхи. То есть эти выставки, конечно, несут очень большую информацию для посетителей. Не только в эстетическом плане, но и в содержательном плане здесь много можно узнать, потому что с каждой фотографией она сопровождается соответствующими аннотациями. Вот, этот проект реализуется при поддержке, как я уже сказал, Русского географического общества, нашего отделения Русского географического общества в Якутии, ну и, соответственно, нашего исторического парка. Мы приглашаем всех якутян. Конечно, мы рады очень видеть здесь молодое поколение для посещения этой выставки. Сегодня у нас в музейном комплексе, мы посчитали, находится 9 различных выставок и экспозиций. Поэтому мы считаем, что посещение нашего музейного комплекса, исторического парка, доставит большое удовольствие для наших жителей. Добро пожаловать! Участником конкурса может стать абсолютно любой человек, независимо от места жительства, гражданства и возраста. Единственное условие – фотографии должны быть сделаны на территории Российской Федерации. Можно снимать на сверхдорогую технику и на обычные смартфоны. Абсолютно каждый имеет шанс на победу, а соответственно быть выставленным на такой выставке. Из лучших фоторабот по итогам конкурса проводятся одноименные тематические выставки, в том числе в разных регионах России. И в этом году одним из регионов стала наша республика Саха-Якутия. Сегодня в зале исторического парка представлено около 60 работ, выбранных из 130 лучших работ 2020 года. На фотографиях запечатлены захватывающий дух пейзажи, моменты из жизни коренных народов России, мира диких зверей и птиц, архитектурные памятники России. География съемок охватывает большинство регионов нашей страны. Многие кадры были сделаны в труднодоступных местах и заповедных территориях. Разрешите предоставить слово первому заместителю министра образования и науки Республики Саха-Якутия Михаилу Юрьевичу Присяжному. Добрый день, уважаемые друзья, уважаемый Дмитрий Иванович, весь коллектив исторического парка «Россия. Моя история», уважаемые коллеги, все, кто сейчас здесь имеет возможность знакомиться с лучшими работами, и все, кто будет потом иметь возможность прийти, посетить обязательно исторический парк, выбрать эту возможность. Ну и, может быть, какая-то будет организована виртуальная экскурсия. Дмитрий Иванович эту идею высказал, что, конечно, сейчас все-таки есть возможность людей. Страна наша большая, огромная, республика тоже очень большая, огромная, поэтому, конечно, всем хотелось бы прикоснуться к этому прекрасному миру планеты Земля.
Я сегодня счастлив, как, наверное, большинство здесь присутствующих, все присутствующие, просто как житель республики, просто как профессиональный географ, для которого это интерес профессиональный. Но выставки, много выставок на самом деле принимал со времени своего создания исторический парк. И совсем недавно была выставка «Первозданная Россия», которая была организована рядом компаний, которые попросили сюда, захотели поделиться тем богатством, теми фотографиями, теми работами, которые им удалось сделать на бескрайних просторах Сибири. Но сегодня особый день, потому что впервые по лицензионному соглашению с Русским географическим обществом мы имеем возможность практически с оригиналами фотографий ознакомиться конкурса 2020 года. Наверное, многие из вас пару дней назад в новостных сюжетах видели, как представители Русского географического общества собрались и подводили итоги конкурса фотографий 2021 года. И, конечно, это не одно и то же. Видеть на экране телевизора, хотя там прекрасные фотографии. Я, например, увидел фотографию, подводная фотография, совсем где-то из глубины, медуза на фоне небесных светил. И это, конечно, шикарные снимки, очень много, на самом деле, было сделано таких находок. Но 2020 год, он был действительно год, когда общество находилось в состоянии пандемии, изолированности. И вы не поверите, в прошлом году многие наши коллеги, мои коллеги, географы, биологи, геологи, не могли выехать в экспедицию. Впервые такой был этап. И вот мы все-таки сейчас оживаем, восстанавливаем наши возможности, наши интересы. Я всех поздравляю с открытием этой прекрасной выставки. И, конечно, мы видим, что буквально меньше чем за 10 лет очень серьезный шаг сделан в географическом образовании в целом в нашей стране. Потому что мы сейчас с вами спокойно относимся как профессиональные географы, потому что с нами рядом в рядах нашего отделения, Якутского регионального отделения Русского географического общества, находятся люди, на первый взгляд, очень далекие от географии, которые просто из интереса приходят, из бытового любопытства, из практического интереса, из народно-хозяйственного интереса, которые к нам приходят, и которые становятся действительно людьми, которые формируют образовательный контент, исследовательский контент и, прежде всего, просветительский контент. Поэтому я желаю всем сегодня хорошего общения, насладиться этим прекрасным миром. И, конечно, человечество ожидает каких-то снимков далеких планет. Мы видим, что делает китайская программа космическая, теперь совместная, которая у нас будет с Российской Федерацией, американцы. Новые такие идут выходы в космос, снимаем другие планеты, далекие планеты. Но мы все еще живем с вами на нашей прекрасной любимой планете Земля, которая до конца не опознана. Еще много чего здесь предстоит узнать. И нам, конечно, посчастливилось, что на этой планете Земля есть Российская Федерация, есть Россия и выставка, которая называется «Самая красивая страна». За эту выставку надеемся, что наших работ будет больше, и у Дмитрия Ивановича, коллег, появится возможность представить фотографии наших жителей республики, профессиональных исследователей, которые профессионально занимаются. Например, мой преподаватель, моя учитель, здесь присутствующая, Прасковья Алексеевна Гоголева, она может несколько выставок организовать. И травки аласные, центральные, якутские, и травки тундровые, и какие угодно. Но там действительно это профессиональные снимки с образовательным контентом, с рассказом о том, что это и как мы с вами на это влияем, как люди на это влияют, как люди могут помочь животным, птицам, растениям, другим объектам окружающей среды нашей природы. Прекрасным этим праздником от себя лично Министерство образования и науки поздравляю с открытием прекрасной выставки. Праздник. У Михаила Юрьевича сегодня есть очень приятная миссия наградить призеров и победителей конкурса «Священное деление Якутии». Второй республиканский исследовательский и творческий конкурс «Священное деление Якутии»
Саха-Якутии завершился 18 мая 2021 года. Конкурс проводился в рамках проекта отделения Русского географического общества в Республике Саха-Якутия, целью которого явилось воспитание целостного отношения к природному и культурному наследию своей малой родины путем поиска, изучения, описания и сохранения священных деревьев Якутии. С работами победителей и призеров конкурса можете ознакомиться на сайте РГО. Итак, перейдем к нашей приятной миссии. Дипломом второй степени в номинации «Памятное дерево» награждается ученица 6 класса Навской улусной гимназии имени Отловкова Винокурова Уйкулана. Дипломом третьей степени в номинации «Памятное дерево» награждается жительница города Якутска Наговицына Агафья. В номинации «Деревья в моем объективе» дипломом первой степени награждается Парфенова Наталья Петровна, жительница села Бердикистяк Горного района. В номинации «Деревья в моем объективе» дипломом второй степени награждается Ким Спиридонов, ветеран труда Российской Федерации, почетный энергетик Российской Федерации, почетный работник АО «Водоканал», лучший инженер Республики Саха-Якутия, обладатель награды «Илтомен» Республики Саха-Якутия. В номинации «Эмблема» дипломом третьей степени награждается Рехлясова Мичие, ученица 5 класса Бердикистявской улусной гимназии. Спасибо, Михаил Юрьевич. Для вручения специального приза от газеты «Якутск вечерний» приглашается Елисеева Ирина Еленеевна, начальник отдела писем и обращений граждан газеты «Якутск вечерний». Разрешите сначала поздравить всех с Днем эколога. С Днем эколога. И хорошо, что в этот день именно состоялась церемония награждения участников нашего конкурса, совместного конкурса с Российским географическим обществом. Нашим победителем редакция выбрала семью Пахомовых из Бердикистяка Горной Улус. И лично Сайдама, Сандару и Саяну. У них очень интересное дерево с шариком. Оно всем нам очень понравилось. Еще раз поаплодирую нашим победителям. Очень отрадно, что конкурс объединяет не только учеников, школьников, но и старшее звено, целые семьи. Напомню, что конкурс является ежегодным. Конкурс «Священные деревья Якутии». Если в вашем селе, в вашем родном районе имеются какие-то очень интересные деревья, вы можете смело участвовать в конкурсе, предоставляя фотографии, описание таких чудес природы. Разрешите предоставить слово исполнительному директору отделения Русского географического общества в Республике Саха-Якутия, директору исторического парка «Россия. Моя история» Дмитрию Ивановичу Соловьеву. Дорогие друзья, добрый день. В первую очередь я хотел бы всех сердечно поздравить с праздником, с Международным днем эколога. Вот, и вот сегодня, в этот знаменательный день, мы открываем такую прекрасную выставку, которая называется «Самая красивая страна». Это проект Русского географического общества, как уже упоминалось. Наша республика в том числе представляет собой очень
большую активную команду членов Русского географического общества, и, наверное, в том числе и это послужило тому, что Русское географическое общество посчитало необходимым реализовать такой проект и в нашем регионе. Эта выставка впервые в республике гостит. До этого мы, как музейный комплекс «Моя история», уже проводили очень интересные проекты, о которых Михаил Юрьевич упомянул. Это проекты выставок «Первозданная Россия». Это тоже крупный международный конкурс, в котором тоже участвуют фотографы. Ну, я их назову скорее фотохудожниками, потому что фотография – это сегодня уже целая область, целая отрасль искусства. И, наверное, глядя на эти фотографии, вы можете четко себе это представить, что это большой труд. Вот. Достаточно сказать, что один из членов жюри этого престижного конкурса, Сергей Горшков, фотограф, для того, чтобы снять леопарда, как он сам пишет в своих материалах, в Ботсване вылетал туда 22 раза. Можно себе представить, насколько увлеченные, самоотверженные и одержимые люди вот эти фотографы. Вот, поэтому сегодня то, что мы здесь присутствуем, это, конечно, для нас, для всех большая награда. Вот, я хотел бы надеяться на то, что, несмотря на пандемию, сложности, все-таки как можно больше наших жителей из разных уголков республики, а лето все-таки это период отпусков, вот, посетят эту выставку. Я бы хотел всем также передать привет сердечно от Сахамина Милановича Афанасьева, который у нас традиционно принимает участие вот в таких проектах. И хотел бы сказать ему спасибо за то, что 2 раза вот на этой площадке мы устраивали такие выставки «Первозданная Россия» и при помощи Министерства охраны природы, при помощи Иркутской нефтяной компании как нашего спонсора. Также были фотовыставки у нас интересные «Лики воды» в авторстве Иннокентия Михайловича Андросова, тоже известного нашего фотографа. А также была выставка в прошлом году, очень интересная выставка, может быть, вы слышали, называется она «На прекрасном озере Паянг», с китайскими нашими партнерами. Дело в том, что, может быть, не все знают, что и вот Институтом биологии, биологических проблем криолитозоны, здесь присутствует как раз представитель, тоже была прекрасная выставка. Чем примечательно озеро Паянг? Да тем, что из 5000 особей священной для нас птицы стер 4,5 зимует на озере Паянг в Китае. И то есть это были представлены фотографии этого озера, и, естественно, на многих из них были отображены разные моменты жизни этих чудесных птиц. Дорогие друзья, я поздравляю награжденных, и тут еще будет приятная церемония с наградами заслуженными. Вот, желаю всем познавать свою страну, ибо, познавая свою страну, мы, наверное, больше начинаем ею гордиться, насколько она красивая, насколько она многообразная, вот, насколько она обширная в географическом, природном и в других планах. Да? Сегодня здесь это природное наследие нашей страны. Конечно, здесь мы представили 60 работ, это всего лишь какая-то маленькая доля, потому что этот конкурс, как уже было озвучено, в нем участвуют тысячи фотографов. И только единицы из этих работ удостаиваются вот высших номинаций. И вот эти вот работы сегодня здесь представлены. Я вам желаю всем доброго здоровья, успехов в ваших делах, ну и, конечно, приятного просмотра этой выставки. Спасибо большое. Сегодня, 5 июня, день празднования Дня охраны окружающей среды. Разрешите предоставить слово Гоголевой Парасковье Алексеевне, профессору эколого-географического отделения Института естественных наук СВФУ, воспитавшему не одно поколение заслуженных экологов республики и России, нашему самому главному борцу охраны природы. Есть такая профессия эколог. Защищать природу. Есть что защищать, есть что охранять, есть что примножать. Да? Очень рада в этот день вас всех поздравить с Днем эколога.
с днем. Как бывший географ, очень рада поздравить всех вас, что наше географическое отделение и якутский наш филиал очень активно, хорошо работают. И вот мы сегодня смотрим вот такие прекрасные фотографии, которые и представили наши, и весь мир, из вот десятков тысяч фотографий самых лучших здесь у нас представлены. Поэтому, как говорится, фотограф-любитель, очень ценю тех, кто занимается фотографией, которые, вот, как сейчас Дмитрий Иванович сказал, они могут годами, могут вот часами ждать самый хороший момент для того, чтобы сделать самый лучший кадр. Поэтому всем фотографам, которые представили здесь работу, и всем, кто организовал это, большое-большое спасибо. Всем вам, дорогим нашим участникам, дорогим нашим слушателям, нашим тем, которые очень интересуются природой, которые занимаются его охраной, которые занимаются его самыми лучшими моментами, чтобы здесь тоже представить. Вас поздравляю еще раз с Днем эколога и желаю успехов во всех ваших делах. Сегодня мы награждаем также победителей конкурса «На одной широте», который проходил у нас по всей России. И очень приятно иметь сегодня у инициатора проекта, инициатора конкурса, члена Русского географического общества, старшего преподавателя Института естественных наук СВПУ у Петрова Александра Николаевны. Конкурс проходил, то есть был приурочен к Всемирному дню метеорологии 23 марта совместно с университетом нашим, Российским государственным гидрометеорологическим университетом города Санкт-Петербург. Это был исследовательский конкурс на одной широте. По условиям конкурса участники должны были представить научно-исследовательские проекты, посвященные климату и погоде особо охраняемых природных территорий, находящихся на одной широте, близко к 60 градусам северной широты, в разных субъектах Российской Федерации. В этом году объектами изучения стали Национальный парк Ленские столбы и государственный природный заказник регионального значения Карстовые озера Новгородской области. В конкурсе приняли учащиеся с 5 по 11 классы в следующих номинациях: климат ООПТ, погода и климат в объективе. Также третья номинация – это синаптические объекты. Александра Николаевна, разрешите также наградить еще одного участника, победителя номинации «Памятное дерево» Федорову Анастасию, которая представила замечательную работу «Дерево тыквенное». Ковид выносит рамки, изменяет условия в нашем конкурсе. Я перед вручением хочу с удовольствием сказать о том, что наши ребята, вот наши участники из республики были на очень высоком уровне. Питерские профессора оценили очень высоко наши работы. И это первый, самый межрегиональный конкурс, связывающий нашу огромную, самую большую и самую красивую страну. И в будущем он будет расширяться. Вот в этом году мы его планируем запустить уже осенью, с тем, чтобы подвести итоги 23 марта. Поэтому, если у вас есть дети, внуки, которые интересуются такой темой, а эта тема очень интересная, изменение климата – это одна из самых главных проблем современности. И она очень актуальная. Поэтому, если у вас такие дети есть, обращайтесь к нам, мы всегда поможем методической помощью, скажем, да. И давайте я включу. Первое место в межрегиональном школьном исследовательском конкурсе на одной широте вручается Яковлеву Артему Александровичу, ученику Амгинского лицея имени Киринского.
мама. Громкие аплодисменты. Это первый Сиротская работа действительно представлена была. Да, также за первое место уже в своей возрастной номинации награждается Александрова Виктория Ростиславовна, ученица английского лицея имени Киевского тоже, когда такой человек, очень молодой, вышел на экран, начал рассказывать, причем очень хорошо рассказывать, уверенно. Конечно, профессора университета Питерского и наши, они были очень удивлены и высоко оценили. самая юная участница конкурса. Аплодисменты за смелость. Ну и работа, выполненная на высоком уровне. Чран Таисия Антоновна, ученица городской классической гимназии города Якутска, за первое место в межрегиональном школьном конкурсе на одной широте. Хочу про Таисию сказать, что тоже жюри оценило, говорят, у нас так студенты выступают, причем хорошие студенты выступают на таком уровне. Поэтому я была очень тоже рада и горда тем, что у нас такие участники из республики. Поздравляем юных исследователей и желаем им больших успехов в будущем. Спасибо. Так, дорогие друзья, на этом разрешите завершить церемонию открытия выставки «Самая красивая страна». Приглашаем вас насладиться замечательными работами и полюбоваться истинной красотой нашей страны. Спасибо. Для меня, конечно, как для профессионального географа, да, вообще я просто счастлив о том, что есть интерес к природе, к охране природы, тем более сегодня 5 июня, да, тоже такой день, связанный с Днем охраны природы. Ну и, конечно, очень хорошо, что, по сути, для большей части школьников республики начинаются каникулы. И, конечно, это будут летние лагеря, это будут смены, это будут программы дополнительного образования, в которые, наверное, очень логично можно включить посещение этой выставки. И очное, да, и можно, наверное, договориться с руководством исторического парка «Россия. Моя история». Также можно сделать подключение дистанционное, если где-то ребята находятся далеко. И это, конечно, возможность для школьников, для родителей, для людей любого возраста, для педагогов дополнительного образования, для учителей все-таки увидеть прекрасные образовательные возможности, которые получены от авторов, которые сделали эти снимки в разных частях Земли. Что все-таки кто-то говорит, что Земля сейчас она изучена, кто-то говорит, что Земля слишком мала, да, то есть мы очень можем быстро пересекать расстояние, но тем не менее, как оказывается, мы не вполне себе представляем наши, там, например, аласные травки, которые находятся всего в нескольких километрах от города Якутска, не вполне себе, значит, представляем красоту наших озер, наших рек, которые рядом с нами. Поэтому выставка имеет прежде всего просветительское, такое образовательное значение. Очень хорошая выставка. Ну, очень приятно. Есть, конечно, в России что показать миру. Я пришла на выставку, чтобы посмотреть на работы художников, фотохудожников, которые тут представлены. Ну вот фотография, где луч солнца золотого, вот где темно, наверное, из-за облаков, да, и через, падает солнечный луч, именно там видна степь и видны горы. Вот эта фотография мне очень понравилась, впечатлила. Ну, вот.